Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства, ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Участие ингушей в Кавказской войне привело к началу карательных экспедиций в предгорной и горной частях Ингушетии, где проживало преимущественно мирное население. В 1825 году были совершены экспедиции русских войск в Арстхойские аулы, лежащие по рекам Фортанга и Асса. В этом же году было подавлено восстание ингушей селения Яндаре. В июле 1830 год в горную Ингушетию двинулись русские войска под командованием генерала Абхазова. Пройдя по Джирахскому ущелью, экспедиция Абхазова встретила серьезное сопротивление только возле селения Эбан, но взять аул приступом не удалось, потому войска Абхазова продолжили движение дальше. 15 июля отряд Абхазова соединился в Асинском ущелье с колонной подполковника Плоткина, которая двигалась по ущелью навстречу, а через 2 дня карательная экспедиция начала движение по обратному пути к Тереку, где она опять встретилась упорное сопротивление эбанхойцев. В донесении наместника на Кавказе военному министру России говорится об этом так. 18 июля, подходя к развалинам село Абин, авангард был встречен оружейными выстрелами из селения и уцелевших башен. Севастопольского посланная рота пехотного полка при одном орудии немедленно вытеснила непокорных, но часть сих возмущалась, запершись в крепкую башню, не переставала производить стрельбу по отряду. Артиллерия, подвезенная на весьма близкое расстояние, не смогла сбить верха башни, пехота не смогла сжечь окон. И поэтому князь Абхазов решился сделать мину и взорвать башню эту с ее дерзкими защитниками. Подкоп был заложен ночью под руководством офицеров генерального штаба, бывших при отряде, и окончен к утру. Башня с окрестными каменными саклями взлетела на воздух и погребла под развалинами отчаянных защитников, а главный из них Маркуст, особенно известный производимыми шалостями на военно-грузинской дороге взрывом, был выброшен из башни и, к удивлению, найден живым под грудой камней. В результате этой экспедиции были разорены многие ингушские аулы, особенно пострадало селение Эбан. Второе вторжение в горную Ингушетию русских войск, состоявших из отрядов осетин, произошло в июле 1832 год. Причиной этой экспедиции стало убийство жителями села Хули пристава Константинова, свидетельством чего является донесение Розина Чернышову от 21 июля 1832 года номер 20 об отказе галгаевцев покориться, бегстве их в горы, об их преследовании русскими войсками. 16 числа сего месяца получил я известие, что хулинцы и жители ближних к ним галгаевских деревень скрылись в лесах в стороне Хивсурии. Почему, подавшись вперед около повьючной дороги несколько удобнейшей против прежних переходов, остановился я близ галгаевской деревни Бештир, откуда отправил, для отыскания сих главнейших виновников в убийстве пристава Константинова, 2 сильные отряда под начальством полковника Заса и подполковника Челяева. Оба они по едва проходимым тропинкам поднялись до снежных вершин скалистых гор, открыли следы мятежников, и подполковник Челяев имел небольшую перестрелку с караулом их, но наступивший сильный туман воспрепятствовал продолжать преследование. Вечером несколько осетинских фуражиров, удаляясь слишком от лагеря, были атакованы галгаевцами, спустившимися в числе около 100 человек из скал хребта Матхаха, к северу от лагеря, находившегося. Я послал к ним на подкрепление 200 конного полка и на всякий случай заоным батальон Эреванского карабинерного полка. По трудности местоположения, спешившись, с примерной решительностью атаковали неприятеля, опрокинули оного и гнали вверх по скалам, покуда было возможно. С нашей стороны при сем ранен 1 солдат и 1 лошадь. Галгаевцы потеряли убитыми 4 человек, коих ружья доставлены ко мне. Я 2 раза посылал галгаевцам объявить, чтобы, во избежание совершенного разорения, они выдали виновнейших в убийстве Константинова и внесли следующую с них подать, наложенную в 1830 году, сверх того уплатили значительный штраф. Они в первый раз отвечали моим посланным, что соберутся и подумают, вторично же не допустили их, объявя, что найдут средства скрыться в ущельях и лесах своих. Посему я решился преследовать их сколь возможно далее. В следующем 1833 год вспыхнуло восстание во главе с Джанхотом Азаматовым в село Яндаре. В июле этого же года оно было подавлено. Дома Джанхота Азаматова и его родственников были сожжены.
Уничтожение всего селения было остановлено из-за заступничества назрановских ингушей. Наиболее важным и крупным событием Кавказской войны в Ингушетии стало Назрановское восстание мая-июля 1858 год, известное по официальным документам как Назрановское возмущение. Основной причиной этого возмущения стало, в начале XIX века началось переселение ингушей на равнины и, как правило, они селились небольшими поселениями, включавшими несколько семей по родственному признаку. В конце 50-х годов власти приняли решение создать на равнинах крупные населенные пункты, каждое из которых должно было иметь не менее 300 дворов. Мелкие поселения должны были быть уничтожены. Главнокомандующий Кавказской армией генерал-лейтенант Борятинский в своем докладе управляющему военным министерством от 6 июня 1858 года писал: «Назрановское общество покорилось правительству в 1810 году. Но, несмотря на покорность, не оставляло хищных своих наклонностей. Во всех разбоях и грабежах на ближайших дорогах, и даже в самом Владикавказе, всегда находились улики или падало подозрение, что назрановцы принимали в них участие. Главнейшая причина этих беспорядков заключалась в невозможности иметь за жителями надлежащий надзор при рассеянном их поселении отдельными хуторами, а потому я признал необходимым поселить их большими аулами на избранных нами местах. Жителям это было объявлено, и срок переселения назначен к осени нынешнего года. Видя, что эта мера должна положить конец их своеволию, назрановцы сильно вознегодовали, но, надеясь, может быть, что мы переменим наше намерение, оставались пока спокойными, как два обстоятельства ускорили взрыв. Многие благоразумные люди, находя свою пользу в прочной оседлости и в общественном порядке, просили пристава указать им место для новых поселений с намерением поселиться, не ожидая назначенного срока. В то же время, совершенно независимо от этого, учрежденный во Владикавказе комитет для разбора личных и поземельных прав туземцев потребовал от назрановских депутатов сведения о численности народонаселения. Столкновением этих двух обстоятельств воспользовались противники общественного порядка и возмутили народ. В восстании принимали участие не только назрановцы, но и жители других районов Ингушетии, Карабулаки, Галашовцы и жители Тарской долины. Организаторы восстания послали письма к Шамилю, призывая его на помощь. 25 мая восставшие горцы в количестве 5000 человек собрались на кургане, недалеко от крепости Назрань. В тот же день к военному командованию в крепость было направлено 16 депутатов с сообщением исполняющему обязанности начальника штаба войск левого крыла Кавказской линии полковнику Зотову о том, что ингуши не желают селиться большими селениями. В ответ полковник Зотов задержал 4 депутатов, которые, по его мнению, были в числе главных виновников, и приказал собравшимся разойтись. Как только об этом стало известно восставшим, они бросились на укрепление, артиллерийским и ружейным огнем нападавшие были отбиты. В июле 1858 год имам Шамиль дважды пытался прорваться на помощь восставшим, но потерпел неудачу. Восстание было подавлено. Военное русское командование сурово наказало восставших. По приговору военно-полевого суда 5 человек, юнкер Чолдыр Арчаков, знаменосец Магомед Мазуров, Джогас Бихоев, Мулы Башир Ашиев Кумык и Урузбе Мугаев, были приговорены к повешению. 4 приговоренных Джогас Бихоев совершил побег 25 июня 1858 года. Были повешены на том самом холме, где был назначен сход. Кроме того, 32 человека были приговорены к наказанию шпицрутинами. По 1000 ударов на каждого, с лишением всех прав состояния к ссылке в Сибирь на каторжные работы 30 человек, в рудники без срока 5 человек и на работу на заводах на 8 лет 25 человек. Назрановское восстание имело для ингушей трагические последствия, но возможно, что именно это восстание спасло их от еще более трагических событий. Дело в том, что военной администрацией в то же время обсуждался проект об увеличении русского населения на Кавказе с переселением оттуда на Дон горцев. После Назрановского восстания военным руководством России был сделан вывод: если только предложение мирным назрановцам сосредоточиться в большие аулы, на занимаемом ими участке земли послужило поводом к восстанию, то предложение горцам, имеющим изъявить покорность, оставить их родину и идти на Дон, послужит поводом к ожесточенной войне и, следовательно, повлечет к истреблению, а не покорности горцев. В результате продолжительной и жестокой Кавказской войны часть ингушского народа,
как и многие другие, оказалась разбросанной по всему миру с перечеркнутым прошлым. И здесь, особое место, после окончания Кавказской войны, занял процесс переселения части коренных народов Северного Кавказа, не смирившихся с утратой свободы, в Османскую империю и в страны Ближнего Востока, впоследствии в русской и кавказской историографии получившей название «мухаджирство». После поражения горцев мухаджирство приобрело характер исхода, в основном вынужденного, насильственного, как результата политики царской администрации в крае, демагогических обещаний Турции, агитации собственных владетелей и мусульманского духовенства. Россия стремилась разгрузить край от неспокойных жителей и водворить на освободившейся земли казачьи станицы, поселяя жителей внутренних губерний страны, с целью создания здесь прочной опоры российской власти. Турецкие власти развернули агитацию в пользу переселения, так как были заинтересованы, по словам самого султана, получить народ здоровый, воинственный, воспитанный на традициях мужества, благородства и беззаветной преданности и заселить пустынные земли, увеличив удельный вес мусульман, расселяя их среди христианских народов полосами для укрепления распадающейся империи и пополнить свою армию. Широко распространились прокламации с призывами к мусульманскому братству, обещаниями земель, денег, домов, всяческих благ и привилегий. Огромное влияние на соплеменников оказала позиция знати и духовенства, опасавшихся утратить в условиях российского подданства свое влияние и положение. Переселение проходило в несколько этапов разной интенсивности, в основном морским путем на турецких, российских, английских судах. Определить численность мухаджиров не представляется возможным, мнения исследователей значительно расходятся от 500 тысяч до 900 тысяч и более.